Пандемия значительно повлияла на различные сферы нашей жизни, в том числе сферу регулирования трудовых отношений. У нас в студии директор Центра исследований социально-трудовых отношений Эльдар Таджибаев. И сегодня мы с вами постараемся обсудить вопросы, которые стоят перед многими работодателями и работниками. Здравствуйте, Эльдар. Добрый день. Да, конечно, вопросы регулирования трудовых отношений с работниками в настоящее время, в период пандемии, являются одними из самых острых. Работодатели оказались в тяжелой, сложной ситуации и перед выбором продолжать работу, может быть, произвести сокращение штатов, либо перейти на удаленную дистанционную работу, где есть такая возможность, либо пойти на снижение заработной платы. Многие работодатели, к сожалению, сталкиваются с такими проблемами и с таким выбором. При этом ответы на данные вопросы зависят не только от воли, допустим, или желания самого работодателя, но и от позиции государственных органов по данным вопросам, которые, к сожалению, в большинстве случаев не могут дать конкретного, четкого ответа на вопросы, как вести себя работодателем в той или иной ситуации. Конкретных условий регулирования труда, или, как простыми словами говорят, правил игры, именно в период пандемии на законодательном уровне у нас, к сожалению, нет. Это же касается и дистанционной, удаленной работы. Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики подготовило соответствующие поправки в трудовое законодательство, и они сейчас находятся на согласовании в правительстве Кыргызстана. То есть поправки в законодательство касательно удаленной работы по состоянию на июль 2020 еще не приняты. Означает ли это, что законом условия перевода работников на удаленную работу не регулируются? Абсолютно верно, но не надо забывать о том, что все, что не запрещено, разрешено. Следовательно, если, допустим, даже нет законодательного такой детальной регламентации данных отношений, то это может регулироваться локальными актами. Локальные акты — это правила внутреннего трудового распорядка, это коллективный договор, это графики работы и другие документы. Изменение условий труда, перевод на дистанционную, удаленную работу, либо изменение условий оплаты труда могут быть осуществлены в соответствии со статьей 71 Трудового кодекса Кыргызской Республики. Как гласит эта статья, по причинам, связанным с изменениями в технологии, организации производства и труда, сокращением объемов работ, продукции, услуг, допускается изменение существенных условий труда при продолжении работником работы без изменения трудовой функции, профессии, специальности, квалификации, должности. И к существенным условиям труда относятся системы и размеры оплаты труда, режим работы, совмещение профессий, льготы и преимущества и другие. При этом необходимо иметь в виду, что работодатель не имеет права в одностороннем порядке изменить условия, которые закреплены в коллективном договоре. К примеру, изменение системы оплаты труда, утверждение размеров тарифных ставок должностных окладов, выплата премий, продолжительность рабочего времени, отпусков и так далее. Иными словами, при изменении существенных условий труда в таких случаях необходимо внесение изменений и в коллективный договор. При изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность об этом письменно не позднее, чем за 1 месяц. И в случае несогласия работника на продолжение работы в новых условиях работодатель обязан ему предоставить другую работу, которая соответствует его квалификации и состоянию здоровья. При отсутствии указанной работы, отказа работника от предложенной работы, а также в случае отказа от работы в новых условиях, трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 79 Трудового кодекса. В случае, если эти обстоятельства могут повлечь за собой массовое увольнение работников, то работодатель для того, чтобы сохранить рабочие места, вправе по согласованию с профсоюзом и с письменного согласия работников ввести режим неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев. При этом продолжительность рабочего времени не может быть меньше месячной нормы рабочего времени, а оплата труда меньше 1/2 тарифной ставки или должностного оклада. Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих режимов рабочего времени, то он увольняется по сокращению штатов. При этом должны обязательно предоставляться гарантии и компенсации, которые установлены трудовым законодательством. Может ли работодатель по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты в период пандемии в связи с отсутствием средств? Нет, согласно статье 133 Трудового кодекса Кыргызской Республики, не допускается отправление работников в отпуск без сохранения заработной платы
по инициативе работодателя. Отпуск без сохранения заработной платы или отпуск без содержания, как по-другому говорят, может быть предоставлен работнику только по его письменному заявлению. То есть инициатором выступает сам работник. Но при этом имеется такое понятие, как простой. Иногда в результате отсутствия сырья, неисправности оборудования, отзыва лицензии, аварий, происшествий, погодных условий и других причин, и в том числе как раз пандемии, возможна приостановка деятельности организации. Это состояние называется простой, то есть временная приостановка работы по причинам организационного, экономического, природного характера. И оформляется простой сначала составлением акта, в котором отражается событие или обстоятельство, которое стало причиной простоя. Далее следует издать приказ о простое, где надо указать причина введения простоя, круг работников, в отношении которых вводится простой, период простоя и размер оплаты периода простоя. С приказами о введении простоя необходимо ознакомить работников, в отношении которых вводится простой, под роспись. Условия оплаты работникам времени простоя регулирует статья 172 Трудового кодекса. Так, время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки оклада. Время простоя по вине работника не оплачивается, но вина работника должна быть установлена конкретными доказательствами. Вот в данном случае касательно пандемии применяется вторая часть указанной статьи, так как простой наступает по причинам, не зависящим от работодателя и работника. И этот период оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки оклада. Но по соглашению сторон этот размер может быть и увеличен. В настоящее время в условиях пандемии в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции работников, имевших контакт с зараженными лицами, а в некоторых случаях и всех работников, приступающих к работе, к примеру, работников, занятых вахтовым методом, предварительно в целях дополнительного медицинского обследования помещают в обсервационные пункты. Как должно оплачиваться это время? Да, действительно, многие компании, где применяется, в частности, вахтовый метод работы, перед подъемом на рабочую вахту помещают работников в специально оборудованные санитарно-карантинные обсервационные пункты. Там проводят мониторинг состояния здоровья работников, проводятся соответствующие анализы, исследования. Работники находятся на обсервации по распоряжению работодателя в его подчинении. Работодатели возмещают расходы по проживанию, питанию и медицинскому обслуживанию, обследованию сотрудников в таких пунктах. В период обсервации работники находятся в специальных оборудованных, изолированных помещениях под постоянным медицинским наблюдением. По сути, это практически дополнительное медицинское обследование, то есть дополнительный осмотр работников. И в соответствии со статьей 183 Трудового кодекса Кыргызской Республики на время проведения медицинского обследования за работниками сохраняется место работы, должность и среднемесячная заработная плата. Также, согласно статье 220 Трудового кодекса Кыргызской Республики, обязательные периодические медицинские осмотры и внеочередные медицинские осмотры, обследования проводятся в рабочее время с сохранением среднего размера оплаты труда. В период пандемии многие организации, предприятия и учреждения вынуждены прибегать к различным мерам по сокращению расходов, в том числе по содержанию персонала. Возможно ли увольнение работников в период пандемии? Да, действительно, одна из мер по сокращению расходов в такой ситуации в период пандемии — это увольнение работников. Но в трудовом законодательстве Кыргызстана отсутствует основания для расторжения трудового договора, связанные с пандемией. Следовательно, в связи с отсутствием денежных средств на выплату заработной платы и уменьшением объема работ, работодатель вправе провести мероприятия по сокращению численности или штату работников. При сокращении приходится выплачивать работникам выходное пособие в размере не ниже 2 среднемесячных заработных плат и еще в течение 2 месяцев сохранять средний заработок на время поиска работы. Некоторые недобросовестные работодатели в целях экономии средств вынуждают работников писать заявление об увольнении по собственному желанию. В случае отказа такие работодатели создают работнику невыносимые условия работы, провоцируют совершением дисциплинарных правонарушений с тем, чтобы иметь формальный повод для увольнения. В такой ситуации работнику необходимо качественно выполнять свои должностные обязанности, не опаздывать на работу, не нарушать трудовой распорядок.
Работникам, обслуживающим денежные или товарные ценности, а это продавцы, кассиры и так далее, во избежание недостач надо принимать исчерпывающие меры к сохранности этих ценностей. Одним словом, не давать работодателю ни малейшего повода для принятия решения об увольнении. В случае, если работник заболел, в каком размере ему будут выплачены больничные? В первую очередь необходимо иметь в виду, что больничные или юридические пособия по временной нетрудоспособности будет выплачено только официально работающим лицам, то есть тем работникам, с которыми заключен письменный трудовой договор, оформлены трудовые отношения, иными словами, легально трудящимися. Работники неформального сектора, к сожалению, лишены такой возможности. Так вот, согласно положению о порядке предоставления пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, утвержденным постановлением правительства Кыргызской Республики от 18.09.2018 года, номер 434, пособие назначается за все рабочие дни периода временной нетрудоспособности на основании листка нетрудоспособности. По случаю заболевания или травмы, ухода за больным членом семьи, карантина, санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, протезирования. Как правило, размер пособия по временной нетрудоспособности составляет за первые 10 дней болезни средний заработок при стаже работы более 8 лет, 60% заработка работникам, имеющим общий стаж работы до 5 лет, и 80% при стаже работы от 5 до 8 лет, а с 11 дня болезни, исходя из заработной платы 5000 сомов. Некоторым категориям работников размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается в размере 100% средней заработной платы за все рабочие дни. Это лица, которые заболели вследствие трудового увечья или профзаболевания, лица, которые работают в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и другие. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работнику по месту основной работы за все рабочие дни за счет собственных средств работодателя. Работодатель предъявляет листок нетрудоспособности в день выхода на работу. Работодатель вносит в листок нетрудоспособности отметки о периоде временной нетрудоспособности, выходных днях, заработной плате, об общем стаже работы работника и другие сведения, которые заверяются печатью и подписью. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается одновременно с заработной платой. Спасибо за информацию. До свидания. До свидания.